В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камшик Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. С целью выработки единой позиции состоялся политсовет партии «Единая Абхазия». Кинжал в подарок. Абхазскому государственному музею преподнесли ценный экспонат. Синоптики обещали непогоду. В выходные дни ночью ожидается минусовая температура. Завершилась рабочая поездка президента Абхазии Рауля Хаджимова в Москву. Сегодня президент посетил посольство Республики Куба в российской столице, где оставил запись в книге соболезнований в связи с кончиной лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Рабочая поездка Рауля Хаджимова в Москву проходила с 1 по 2 декабря. Во время поездки состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой концепции внешней политики России. Согласно документу, в числе российских приоритетов остается содействие становлению Республики Абхазия и Республики Южная Осетия как современных демократических государств, укреплению их международных позиций, обеспечению надежной безопасности и содействие социально-экономическому восстановлению. В концепции также зафиксировано, что Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией в тех сферах, в которых к этому готова грузинская сторона. Изучив резолюцию съезда партии Амцахара, с сожалением констатируем, что решение о проведении схода абсолютно деструктивное, загоняющее в тупик внутриполитическую ситуацию в стране. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Республиканской общественной организации ветеранов войны АРУА. Подобное положение дел вызывает у организации серьезную озабоченность. Ветераны АРУА обратились к Амцахара ради стабильности и сохранения государственности отказаться от такого вида мероприятий, сесть за стол переговоров и обсудить все проблемы. АРУА призывает многонациональный народ Абхазии поддержать законно избранного президента страны, мир и спокойствие. Призывает все политические организации и блок оппозиционных сил решать существующие разногласия, не выходя за рамки закона, и объединить народ для построения сильного государства. Стабильность – это базовое условие, позволяющее государству развиваться, отмечается в заявлении. Общественно-политическая ситуация в стране, вызванная решениями съезда партии Амцахара, обсуждалась на расширенном заседании Политсовета Республиканской политической партии «Единая Абхазия», которое состоялось сегодня в Сухуми. Участники встречи попытались выработать единую позицию по обсуждаемому вопросу. О том, к какому мнению пришли в партии «Единая Абхазия», расскажет Рената Шакая. Общественно-политическая обстановка в стране, подготовка к выборам депутатов Народного собрания парламента страны, процесс перерегистрации членов партии «Единая Абхазия» в городах и районах. Такие вопросы стояли на повестке дня состоявшегося заседания. Члены Политсовета сошлись во мнении, что любые общественные процессы должны проходить в рамках конституционного поля, а власть должна уметь находить возможность для диалога и компромисса с представителями оппозиционных сил. Мы сегодня собрались здесь в таком составе, политсовет нашей партии, для того, чтобы оценить происходящие в стране события, поделиться мнениями и выработать какую-то общую позицию нашей партии. Вы понимаете, что мы не можем какие-то от имени партии официально делать заявления, хотя неоднократно мы выступали, и я выступал, и вот товарищи наши выступали, руководители районных организаций в передаче. Но это высказывалось частное фактически мнение, потому что мы еще не обобщали мнение всех членов нашего политсовета, нашей партии. Поэтому сегодня мы хотим услышать ваше мнение по поводу происходящих в стране событий. По мнению председателя Гагарского отделения политической партии «Единая Абхазия» Тимура Захишба, ситуация в стране накалена до предела, что может привести к тяжелым последствиям. Мы должны сделать все возможное, чтобы не произошло столкновение. Я считаю, что те подходы, которые были применены 27 мая 2014 года, повториться не должны. Чтобы разрядить обстановку, необходим диалог между оппозицией и властью, который должен состояться в ближайшее время, отмечали выступавшие. Как никогда мы должны мобилизоваться, ибо включен временной счетчик, и это очень серьезно. Серьезно не потому, что у нас может произойти неконтролируемая ситуация, а по причине того, что
раскол, который наблюдается в обществе, он усугубляется, и с каждой минутой он может быть действительно необратимым в плане невозможности диалога. По мнению собравшихся, «Единая Абхазия» может стать стабилизирующей силой в разрешении возникших проблем. Зачем воевать друг с другом, когда можно пойти на какие-то снисхождения? Изначально я не говорю, что только оппозиция виновата. И власть имела ошибки. Мы сейчас не будем об этом говорить. Изначально надо было объединить народ, еще когда были выборы и после выборов. Но этого не случилось. Я говорю свое мнение, не мнение греков, чтобы вы знали. Конечно, раз был разговор, что мы все будем объединяться, надо было с каждой партии, с каждого вот этого блока, которые выдвигались депутаты со штабов, самых умных, грамотных, надо было забрать в свою, как говорится, команду. Говоря о позиции «Единой Абхазии», член Политсовета Ахравицба отметил, что сегодня партия играет сдерживающую роль для предотвращения жесткого противостояния на волне политических разногласий. Понятно, круглые столы, это все, они хороши для того, чтобы мы призвали и ту, и другую сторону услышать нас, что мы, раз если к ним приходим туда, то мы не с ними. Мы просто хотим услышать их мнение. Понять, к чему-то прислушаться, увидеть их курс, понять, что они останавливаются. Но придя к одним и к другим, мы этого не видим, они наоборот обостряются. Сегодня каждый говорит о родине, но что-то не вижу, что полезно для нее делали. Все рвутся к бюджету, все рвутся к креслу. Ни один не рвется к земле, которую надо смотреть. Ни один не рвется к своим корням. Политсовет партии обращается к парламенту страны о созыве специального слушания по сложившейся ситуации с приглашением президента Республики Абхазия и руководителя оппозиционных и других политических и общественных организаций для нахождения компромиссного решения. Республиканская политическая партия «Единая Абхазия» предлагает провести встречу лидеров оппозиции и других значительных политических организаций с президентом Мураулем Хаджимба для нахождения консенсуса. Заседание Политсовета партии «Единая Абхазия» завершилось принятием соответствующей резолюции. Рената Шака, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. В рамках 5-го Санкт-Петербургского международного культурного форума, проходившего в эти дни в российской северной столице, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия и министр культуры России Владимир Мединский подписали план сотрудничества между Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия двух стран на 2017 год. Программа сотрудничества между министерствами на 2017-2019 годы. В соответствии с планом стороны будут оказывать всестороннее организационное содействие в реализации обменных музыкальных, театральных и выставочных проектов. Более 15 автошкол республики сегодня заняты тем, что обучают правилам дорожного движения и езде. Этот вопрос становится особенно актуальным из-за сложившейся ситуации на дорогах страны, часть ответственности за которую несут и школы вождения. О том, как идет процесс обучения, какие проблемы испытывают при этом сами автошколы, узнавала наш корреспондент Сария Смар. Научить человека водить машину и знать все правила дорожного движения – такую ответственность на себя взяли сразу 18 автошкол по всей республике, и 7 из них расположены в столице. В Сухуме есть школы, которые работают еще с довоенных времен, а остальные можно причислить к новичкам. К примеру, автошкола «Светофор» была открыта в декабре 2014 года. За это время она стала одной из самых востребованных, особенно среди молодежи. Надо просто относиться к своему делу так, как положено. Со всей ответственностью. Обучать так, как положено. Приходят, когда молодые дети, 17, 18, 19-летние, они же ничего не знают. Они видят вот эти за моей спиной, которые куча знаков, начинают теряться. Ничего сложного в этом обучении нет совершенно. Постепенно, потихонечку все можно выучить, если у человека есть желание, конечно. Программа обучения во всех автошколах устанавливается Министерством образования, а следовать ей – это уже задача самого учреждения. Обучение длится 3 месяца, после чего сдается внутренний экзамен, и только потом студенты направляются на сдачу основного экзамена в государственную автоинспекцию. Задача представителей экзаменационной комиссии – строгий спрос с каждого экзаменующегося, и здесь от принципиальности специалистов зависит многое. Но справиться со сложившейся
сложившейся тяжелой ситуации на дорогах лишь силами ГАИ невозможно. Водители должны понимать, что они несут ответственность не только за свою жизнь, но и жизни других людей. Хоть он знает правила дорожного движения, он не нарушает, зная это. Одним сотрудником ГАИ и что экзаменационный отдел мы ничего не можем решить. Если не будет пропаганды, если не будет, сама масса говорит об этом, если этого не будет, это все вранье. Это все мы должны к этому идти. Да, сегодня вопрос стоит, действительно ужасно. Это все трагично заканчивается, к сожалению. Сегодня во всех автошколах уверены, что обучать правилам дорожного движения нужно начинать как можно раньше. Для этого необходимо во всех школах ввести предметы по теоретическим занятиям. Обязательно надо делать. И не только со старших классов, а с младших классов надо начинать. Преподавать им правила поведения пешехода на дороге. Не все наши пешеходы знают свои обязанности. Люди просто слепо выходят, видят зебру и считают, что все должны остановиться машины. Это не так. У всех есть свои обязанности, у пешеходов в том числе. Навыкам вождения с апреля 2011 года обучает и автошкола «Старт». Здесь учатся более 50 человек. Также параллельно идет набор и в новую группу. По словам директора школы Тимура Кецба, сегодня за происходящее на дорогах несут ответственность и автошколы. Нигде не встретил статистику именно по стажу вождения. Совершил человек ДТП, да, могут написать, что человеку там 18 лет, либо 35. Но никто не говорит, сколько у него стаж вождения. То есть ему может быть 40 лет, а права он получил месяц назад. В этом случае, конечно, будет виновата школа. Еще какой важный момент. То есть сегодня человек получил права, прошли 10 лет, он приходит их менять. То есть он единственное, что должен пройти медкомиссию. То есть что он здоров. Никаких дополнительных, ни экзаменов, ни пересдачи, ничего этого не существует. То есть вот на это, я думаю, что стоит обратить внимание. Но и здесь есть свои проблемы. Главное из них – отсутствие площадок для практических занятий, что особенно усложняет работу всех столичных автошкол. Вот почему они вынуждены выезжать с совсем еще неопытными учениками на загруженную автотранспортом трассу. Согласно статистике, самые лучшие показатели по сдаче теоретического экзамена показывают девушки, а мужчины показывают неплохие результаты именно по практике. Это во многом зависит от занятий в автошколе. Контроль он есть сейчас, вот именно сейчас, да, после заявления президента, особо усиленных мер мы не заметили, то есть мы работаем в штатном режиме. Обычные, контрольные проверки, конечно, они есть, они присутствуют, то есть это проверяется посещаемость в первую очередь, проверяются, данные, проверяются, методические пособия. Более года назад в государственной автоинспекции была введена компьютерная система, что во многом облегчило работу комиссии, сделав ее более эффективной и прозрачной. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. В дар Абхазскому государственному музею был передан старинный абхазский кинжал. Сегодня его принес в музей репатриант из Турции Эмураллах Кабба. Во времена махаджирства предки репатрианта увезли с собой кинжал в Турцию. Все это время старинная реликвия бережно хранилась в семье. И вот спустя столько времени было решено передать ее в дар Абхазии. Сотрудники Госмузея с благодарностью приняли дорогой подарок. Уже несколько месяцев в Галском районе ведутся работы по замене водопровода. О том, на какой они стадии сейчас, в материале, подготовленном нашими коллегами из Гал-ТВ. В Галском районе с июля месяца ведутся работы по замене водовода. Согласно инвестиционной программе Российской Федерации по социально-экономическому развитию Республики Абхазия, Министерство экономики организовало открытый тендер на сумму 30 миллионов рублей по реабилитации скважин и водоснабжению города качественной питьевой водой. В результате открытого конкурса подрядчиком стала СП ООО «Промонтаж-сервис». По словам замдиректора фирмы «Промонтаж-сервис» Джамбула Нормани, проект включает в себя замену водовода общей протяженностью 7,5 километров из села Шашиквара до улицы Гагарской и установку 4 скважинных насосов. На данный момент первый этап работ завершен. Вторым этапом этой работы является прокладка другого водовода диаметром 315 миллиметров по улице Гагринской. Это порядка 5,5 километров водовод. Он будет соединяться с этой первой частью воды и будет проходить от канала. Что касается качества воды,
значит, которую мы подаем. Это на самом деле вода из артезианской скважины, само по себе это уже о многом говорит. Вода очень качественная. Вот, также хочется поблагодарить и администрацию Гальского района, потому что вот в ходе выполнения работ, все виды работ пришлись на паводковый период. Техника буквально тонула у нас, и вот всегда на помощь приходили представители вот этого унитарного предприятия, за что, как говорится, им отдельная благодарность. Согласно графику, 60% производимых работ уже выполнено. В феврале месяце все работы будут завершены, после которых повысится качество питьевой воды и водоснабжения города. Анжела Убилава, Пежан Микава, специально для абхазского телевидения. Впервые в Нальчике состоялся профессиональный показ мод от лучших дизайнеров, победивших в отборочных турах. В нем принимала участие дизайнер из Абхазии Фатима Хатшукова, которая затем стала победительницей национального конкурса красоты «Мисс Кабардино-Балкария-2016». С королевой красоты Кабардино-Балкарии пообщалась Рената Шакая. Фатима Хатшукова, участница конкурса «Мисс КБР-2016» и модель MA Fashion 07 в показах моды в Черкесске на презентации круизной коллекции российского бренда Aurum Villeris. Вышла в финал и получила приглашение на участие в неделе моды в Италии в 2017 году. В Пятигорске на конкурсе талантов она представила свою коллекцию вечерних нарядов и вошла в 5 финалистов «Мисс КБР-2016», где показала новую коллекцию нарядов. Участие в конкурсе пришло ко мне спонтанно, наверное, решение принимать участие в конкурсе. Но внутри, в глубине души я всегда этого хотела, потому что это очень достойное мероприятие, и решила попробовать себя, поучаствовать в этом конкурсе. За организацию этого конкурса большое спасибо медиахолдингу Daction Production и модельному агентству Fashion 07, в котором я являюсь действующей моделью. Конкурс прошел на очень хорошем уровне, все было достойно. Я очень рада, что в этом году я поборолась за корону и смогла ее выиграть. Фатима Хатшукова, уроженка Нальчика, закончила на красный диплом один из самых престижных вузов России – Университет дизайна и технологий в Москве. Уже несколько лет она вместе с семьей проживает в Абхазии и считает ее своей второй родиной. Арт-студия «Персона» – семейный бренд, где она работает вместе с мамой. Большую часть времени я нахожусь в Абхазии. Мы переехали сюда несколько лет назад, и вся наша жизнь уже не имеет смысла без Абхазии, так как у нас здесь свой бренд, своя студия, которая занимается свадебными и вечерними платьями, которую мы никогда не бросим, как и Абхазию. И так как мы являемся абхазским брендом, за пределами территории Абхазии мы представляем именно ее, так как наши клиенты, наша деятельность, все в Абхазии происходит. Мы раскроем вам код красоты. Красота снаружи, красота внутри. Таков был девиз конкурса. Фатима очень достойно прошла все его этапы, и единогласным решением жюри стала победительницей 20-го юбилейного национального конкурса красоты «Мисс КБР-2016». В качестве первой красавицы Кабарды Фатима принимала участие в благотворительной акции в помощь детям, больным сахарным диабетом, вместе с членом диабетической ассоциации «Диалайф», организатором «Мисс КБР-2016» Кариной Дакшоковой. Впереди еще много планов с участием Фатимы, ведь корона королевы красоты – это еще и обязанности. Благодаря Фатиме и ее участию в конкурсе жители и гости КБР имели возможность поближе познакомиться с Абхазией. Это не первая моя корона, так как я участвовала несколько лет назад, точнее в 2013 году я участвовала в конкурсе «Королева Абхазии», где я заняла второе вице-мисс место. Это, наверное, был очень важный момент в моей жизни, переломный, так как я попробовала себя в этой роли на сцене. И то, как проходил конкурс в Абхазии, мне очень помогло в дальнейшем. Я думаю, что конкурс красоты в Абхазии был моей ступенькой
научил меня много чему. Спасибо Лале Сичинаве. Помимо основного приза «Мисс Кабардино-Балкария-2016», Фатима была удостоена еще и звания «Мисс Инстаграм-2016». Вот здесь-то и не обошлось без поддержки Абхазии. Девушка победила в интернет-голосовании с огромным отрывом от других участников. Получила еще один титул – «Народный выбор». Ей тысячами отдавали свои голоса жители Абхазии, КБР Москвы. Фатима признается, что именно поддержка жителей Абхазии принесла ей победу. Я даже не понимаю, откуда эта любовь возникла у людей ко мне, потому что поддержку со стороны Абхазии я чувствовала каждый день и на протяжении конкурса, и на протяжении подготовки. То, как люди меня здесь встретили по прибытию, это неописуемо. Я считаю, что каждый человек должен, наверное, испытать такую поддержку от людей, может, в меньшем количестве, чем повезло мне, но в то же время большое спасибо Абхазии за то, как она отнеслась, как она поддержала меня. На этом творческие планы Фатимы не заканчиваются. В апреле 2017 года она будет принимать участие в конкурсе «Мисс Россия», но там уже Фатима будет представлять не менее родную ей Кабардино-Балкарию. Рената Шака, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. 3 и 4 декабря на территории Абхазии объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает пресс-служба МЧС страны, на море ожидается шторм 6-7 баллов. Сильный порывистый ветер, на побережье местами проливные дожди, временами со снегом. Аналогичный прогноз дают и российские метеорологи. По информации, которую получили в МЧС Республики Абхазия от коллег из Краснодарского края, на побережье в районе Сочи также прогнозируется шторм. Как долго сохранится непогода в Абхазии? С этим вопросом мы обратились в гидрометеослужбу страны. В ближайшие выходные на самом деле наблюдается значительное ухудшение погоды, но таких вот особо опасных явлений, которые могут пугать людей, мы не наблюдаем. Соответственно, естественно, будут осадки в виде дождя и переходящий в снег, и снег. Это вызвано тем, что прохождением холодного атмосферного фронта, циклона, центр которого в субботу будет находиться на юге европейской части России. И в результате прохождения этого холодного атмосферного фронта с холодными массами воздуха, соответственно, в субботу на территории Абхазии ожидается дождь со снегом временами, на побережье Абхазии в горах и предгорьях снег. А в воскресенье уже, где относительно температура воздуха будет более повышаться, наблюдается временами дождь. Вот, в виде ливневых осадков на побережье местами. Вот, ну, такового вот особо опасного явления, что там штормовое предупреждение, что вот особо опасные явления будут, мы не ожидаем. А ухудшение погоды, соответственно, конечно же, наблюдается. Итак, в выходные дни, в субботу на побережье ожидается ливневый дождь со снегом, снег. В воскресенье временами дождь. В предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью -2 + 2, днем +1 – 6 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.